Здравствуйте! В эфире «День в истории Абхазии». 14 февраля 1823 года началось правление владетельного князя Абхазии Михаила Чачба, генерал-адъютанта российской армии. По данным исторических документов, его власть была довольно слаба, и лишь с помощью русского генерала Николая Раевского он смог укрепить свои позиции. В скором времени он получает неограниченные права в решении судьбы своих политических противников. Михаил Чачба выселял оппонентов в Россию временно или навечно. После окончания Кавказской войны тяжело больной князь был выселен из Абхазии. Михаил Чачба скончался в Воронеже. Его тело было перевезено в Абхазию, он был погребен в Мыкском соборе. 14 февраля 1919 года один из основных руководителей белого движения в России, генерал Антон Деникин, обратился со специальным посланием к английским генералам Форестье, Уокеру и Мильну в связи с оккупацией Абхазии грузинскими войсками. Поводом для этого обращения стал также и разгон Абхазского национального совета в 1918 году. Генерал Деникин требовал: первое – немедленно объявить Сухумский округ нейтральным. Второе – отвести грузинские войска за реку Ингур. Третье – удалить из Абхазии грузинскую администрацию. Четвертое – возложить поддержание порядка на абхазские власти, свободно ими самими выбранные. 14 февраля 2002 года армянское культурно-благотворительное общество «Крунг» обратилось к генсеку ООН Кофи Аннану с просьбой отменить политические и экономические санкции, введенные международным сообществом против Абхазии. В обращении отмечается, что сложившаяся в республике ситуация противоречит Уставу ООН и Всеобщей декларации прав человека. 14 февраля 2005 года президент Абхазии Сергей Багапш назначил премьер-министром Абхазии Александра Анкваб. На этом посту он сменил Надара Хашба. 14 февраля 2008 года в связи с признанием независимости Косово президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли Москва использовать право вето в Совете Безопасности ООН, заявил, что те, кто говорят об уникальности ситуации в Косово, явно лицемерят. 14 февраля 2008 года заведующий кафедрой математического анализа Абхазского государственного университета Роберт Ласурия защитил в Академии наук Украины докторскую диссертацию. 14 февраля 1928 года родился Кум Фломия, поэт, переводчик, публицист. В разные годы Кум Фломия работал в редакции газеты «Апсныхапщ», литературно-художественного журнала «Алашера» и детского журнала «Амцепс», был секретарем Союза писателей Абхазии. Долгие годы возглавлял Государственный архив Абхазии. Поэзии Кум Фломия свойственна высокая гражданственность, а лирические произведения поэта вошли в антологию абхазской поэзии. Кум Фломия перевел на абхазский язык множество произведений из русской и советской поэзии, а также произведения Чингиза Айтматова. 14 февраля 1932 года родился Борис Акбашев, государственный и общественный деятель, доктор экономических наук, профессор. Будучи руководителем Международной черкесской ассоциации, Борис Акбашев поддерживал тесные связи с лидерами национально-освободительного движения Абхазии, способствовал укреплению исторических связей между Абхазией и республиками Северного Кавказа. Акбашев внес также весомый вклад в борьбу за укрепление независимости Абхазии. 14 февраля 1938 года родилась Нелли Ашуба, педагог, кандидат педагогических наук. В разные годы Нелли Ашуба работала педагогом Колдахарской школы-интерната, методистом в Институте повышения квалификации учителей, а также заведующей отделом начального образования Института педагогики. Нелли Ашуба – автор более 50 работ. 14 февраля 1951 года родился Василий Чичибая, герой Абхазии. Боевой путь Василия Чичибая начался 14 августа 1992 года на Красном мосту. Василий Чичибая, командир боевой группы, был участником январской и мартовской операции. Во время сентябрьской операции 1993 года осуществил разведку позиций грузинских войск в новом районе Сухума, принял участие в наступлении по Бзыбскому шоссе. Василий Чичибая участвовал в победоносном продвижении абхазской армии до государственной границы Республики Абхазия. По окончании боевых действий продолжал нести службу в военном гарнизоне Сухума. Принимал участие в Ладской, Гальской, Кадурской операциях абхазской армии.
14 февраля 1953 года родился Юрий Анчабадзе, член-корреспондент Академии наук Абхазии, доктор исторических наук, лауреат Государственной премии имени Георгия Дзидзария за работу над монографией «Абхазы». Юрий Анчабадзе в разные годы работал в Абхазском государственном университете, в Абхазском институте языка, литературы и истории. Со второй половины 80-х годов по настоящее время живет в Москве и работает в Институте этнологии и антропологии Российской академии наук. Юрий Анчабадзе является одним из основателей Московского общества абхазской культуры «Нарта». Он также участвовал в создании Московского исследовательского центра абхазоведения. Круг научных интересов Юрия Анчабадзе составляют проблемы этнической и социальной истории народов Кавказа, истории и историографии кавказоведения, этнополитологии. 14 февраля 1962 года родилась Марина Миквабе, герой Абхазии. Окончила Ленинградское медицинское училище, работала в различных медицинских учреждениях. С первых дней войны Марина Миквабе встала в ряды абхазского ополчения, принимала участие в боевых действиях на Восточном фронте, а с декабря 1992 года на Гуместинском. Во время июльского наступления в боях за село Шрома группа, в числе которой была и Марина, попала в окружение. Она была тяжело ранена, но продолжала оказывать помощь раненым. Подразделению пришлось отступить, а она осталась в тылу врага, и вывести ее оттуда удалось только на следующий день. Марина Миквабе от полученных ран скончалась. А сейчас о некоторых событиях, произошедших 14 февраля в мировой истории. 14 февраля во многих странах мира отмечается День Святого Валентина. 14 февраля неофициальный, но широко отмечаемый в профессиональном мире День компьютерщика. А еще 14 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 14 февраля 1950 года в Москве подписан Советско-Китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. 14 февраля 2004 года в Москве обрушилась кровля развлекательного комплекса «Трансвааль-парк». Эта трагедия унесла жизни 28 человек. 14 февраля 2005 года создан сервис YouTube, сервис, который предоставляет услуги видеохостинга, где пользователь может добавлять, просматривать и комментировать видеозаписи. И в заключение выпуска информация о погоде. За последние 10 лет в день 14 февраля самая высокая температура была зафиксирована в 2014 году. Это плюс 16 градусов. Самая же низкая температура 0 градусов в 2011 году. Это вся информация на сегодня. Всего доброго. Увидимся завтра на канале Абаза ТВ.